Медиакорт «Россия сегодня» ахастканак директор Кирилл Вышинский на телеканалан и эксклюзивон интервью разыртаныры стаджи медиа суаварис амахастон конфликты уаварты кустафадыл якуды тазах тахусариристон журналистикай фадылдар уяцы фадыджи кусыдыон фунзазы. Я уже фактически 2 столетия работаю в журналистике. И это было время, когда после советского периода, в течение которого было очень мало газет, был один телевизионный канал, и уж тем более не было каких-то разговорных радиостанций, вдруг просто вот с огромной скоростью стали появляться новые СМИ, новые газеты, радиостанции. Кроме областного телевидения в моем родном городе Днепропетровске, где я начинал, появилось городское телевидение, появился частный телевизионный канал. И понадобились кадры. Я в то время работал в школе, но закончил филфак, я практиковался в журналистике еще в студенческой газете. И меня пригласили знакомые, я начал писать, а потом я просто понял, что я не смогу совмещать работу в школе, работу в журналистике. Так я ушел в журналистику и работал практически во всех жанрах и во всех видах СМИ. Кирилл Вышинский от канал «Россия» и Сармагон Туацхасак. Уйфастатаод информацион агент Адриановаси Украина гмина варады сарглавак. Яхуды магасканерыгон журналистика размацавы. Махурон ама аудио делон информацион фараста исен снукхос. Но эта журналистика этого столетия, она, конечно, во-первых, отличается тем, что появились те СМИ, про которые раньше невозможно было себе представить. И по большому счету, так я, конечно, утрирую, но сегодня при желании журналистом вроде как может стать каждый. Зарегистрировал свой телеграм-канал или YouTube-канал, что-то сидишь и рассказываешь. Но понятное дело, что это не журналистика, потому что все-таки журналистика – это профессия, у которой есть, в которой есть жесткие юридические правила работы. Есть ответственность и есть внутрикорпоративные стандарты и правила. Поэтому, наверное, журналистика сегодня отличается тем, что она такая, как сейчас любят говорить, мультимедийная, то есть она связана с разными СМИ, можно писать в газету, в интернет, снимать видеосюжеты, это все может делать один человек. В прошлом веке это было невозможно. Было жесткое разграничение между телевизионными журналистами, между журналистами печатными. И, конечно, тогда журналистов было намного меньше. Стать журналистом тогда было гораздо труднее. И принципы редакционной политики тогда, в 20 веке, но я, правда, говорю только о советском периоде, потому что потом, конечно, все резко изменилось, принципы редакционной политики очень часто носили ярко политизированный. Вышинский ходы магасканеры растаджи карзай лавадзиллон информацион фарастердам аванчы фадл фарс. Асуқуттак фитсаграды дар бастуал хузун фекта кайфазындысты уймам. Арахзиллон информацион фарастаным мохур каненс ацак чинау ахам манг информации. Тогда было просто не так много СМИ, поэтому, естественно, у них был выше уровень доверия. Сейчас этот уровень доверия размывается. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, он падает ровно потому, о чем я говорил. Потому что в СМИ стали возможными фейки, ложь, непроверенная информация, неподтвержденная, которую потом, может быть, и опровергнут, но так вот мелким шрифтом где-то там в конце страницы электронной. Поэтому, конечно, люди понимают, что уже с тем доверием, во-первых, нет того качества информации, которое было раньше, и, естественно, когда снижается качество информации, то падает и доверие. Это такой процесс вполне себе закономерный, естественный, хотя для меня, конечно, очень печальный. Кирилл Райгур дамасқомол Украина фаланы май зарга Украина там амбалун хитсаваднай кадай сахада гравзар стоиваттар. Для Украины это огромная трагедия, причем это уже, повторюсь, если предположим, в 2004 году во время первого Майдана это еще была драма, то начиная с 2014 года это все превратилось в трагедию, у которой есть конкретная цена, это десятки тысяч погибших. И я это, конечно, воспринимаю как
огромную трагедию страны, в которой я родился, вырос и проработал практически всю свою сознательную жизнь. Իոզ էֆլդար վշինսկի ու դախստ Ուկրաինայը, Արցախստո յադան բասը ռեսպուբլիկատը սարելքայ խացետ վույթը խայ, ամայա ֆախոշ ճնկոտոյ ռայգուրան բաստայլ գազրա խաթայրատ սավնը կտաջը. На протяжении года и 5 месяцев я сидел в 2 следственных изоляторах, сначала в городе Херсоне. Понятное дело, что это было политическое решение, и оно стало возможно после того, как ушел президент Порошенко. И была тогда надежда, что вот то, что я и достаточно большое число тех людей, которых я знал, которые сидели вместе со мной, сидели по политическим статьям, что у них появилась возможность оказаться на свободе, и действительно много народу, так сказать, вышло, хотя против них уголовные дела не были закрыты, точно так же, как не было закрыто и мое уголовное дело. Но в любом случае изменение меры пресечения это уже был такой определенный шаг, который показывал, что что-то, так сказать, меняется, и появилась надежда, что в том числе это скажется и на российско-украинских отношениях. Но, увы, это был какой-то очень недолгий период, я даже бы его оттепелью не назвал, просто очень такой недолгий период, когда вроде бы возможен был какой-то политический диалог. Затем все очень быстро закончилось, и, увы, сейчас я просто знаю, что число тех людей, которые оказались на Украине вот сейчас, после февраля, совершенно надуманным предлогами в тюрьмах, оно уже превышает больше 1500. И это только официальные данные, которые приводит мониторинговая миссия по правам человека Организации Объединенных Наций. Վշինսկի խոդմագասկա պատունի ժուրնալիստը դար բақազան պրոֆեսիոնալոն զլոն ինформацион фарастам ауанкси надраздахана фадл тухканен фцаграды дар анаман қавагу факты фадл зурнай я интерпретации марахизен эксперты комментарий тархасын фагнау аудиториян сауты фадл оригиналу найрзурн автор хашшину я хадак раздахын қау аудиториюанг искай қодete зурны басты анаман қавагу ахсана дон қодая лидер свавен. Кажется, что в какой-то момент мы все немножко утратили чувство ответственности. Не в том смысле, что мы там стали хуже проверять факты или не так ответственно работать над текстами, подбирать правильные и важные слова. Нет, нам в какой-то момент показалось, что появление огромного количества таких альтернативных источников информации снимает с журналистов долю ответственности. Но это же не мы сообщили, да, это там какой-то телеграм-канал. Ну вот эти люди, да, делают там новостную повестку, а мы там стараемся как можем. А я твердо уверен, что у журналиста на постсоветском пространстве есть очень важная миссия. И эта миссия связана с тем, что мы, по сути, являемся пропагандистами основных на сегодняшний день ценностей, особенно в условиях такой, давайте, что там, их жесткой борьбы разных цивилизационных подходов к понятию ценности. И если журналисты не будут ответственно относиться к этой своей миссии поддержания, продвижения, пропаганды, хорошо, давайте я употреблю это слово, вот тех ценностей, которым они привержены, через какое-то время это будет очень серьезно размыто, а дальше просто они будут потеряны. Կոբոստագոնդա կոստեզարինը ինформացիոն ռավախտ աբոն